Здравствуйте, вы смотрите новости в студии Власий Сергеев. Коротко о главных темах выпуска. В Якутии темп прироста заболеваемости коронавирусом сократился на 30%. Борьба за право представить республику на российской арене. В Якутске продолжается региональный этап Дельфийских игр. В Якутске десятки пар зарегистрировали отношения в День всех влюбленных. Проезд по автозимнику Вилюйск-Жиганск восстановили в Якутии. Как сообщает Управление автомобильных дорог республики, на объекте работали 2 трактора К-700. Напомним, проезд по автозимнику для легкового транспорта был затруднен с 8 февраля из-за выхода наледи по всей ширине реки Линде на 207-м километре сезонной автодороги. Со следующей недели в столице республики ограничат движение транспорта по проспекту Ленина. Это связано с возобновлением дорожных работ. Как долго продлятся ремонтные работы и как изменится схема движения маршрутных автобусов, узнавал Евгений Тайтонов. С 15 февраля в Якутске ремонтные работы будут вестись сразу на 2 участках проспекта Ленина. От площади Орджоникидзе до улицы Кирова и от улицы Октябрьская до магазина ЛНР. Таким образом, общая протяженность закрытого участка на проспекте Ленина составит чуть более 1 километра. По плану весь проспект Ленина разбит на 2 года и на 3 участка. Первый год, это который в этом году, с Кулаковского до площади Орджоникидзе должны делать. А в следующем календарном году уже 2 участка, от Красноярова до Кулаковского и до конца улицы Хабарова. Чтобы сохранить максимальную транспортную доступность, дорожники не стали закрывать весь проспект целиком. Во время ремонтных работ автобусные маршруты номер 2 и 3 будут осуществлять сквозной проезд через улицы Курашова и Кирова. Были пересмотрены календарный план графика работ с таким раскладом, чтобы максимально оставить сквозные проезды по улицам Кирова и Курашова. Такие предварительные даты — это по улице Курашова до 13 марта, по улице Кирова 15 мая. Даты ближе ко времени будут корректироваться. Схема движения других маршрутных автобусов также изменится. Например, автобус номер 6 будет ездить по следующему маршруту. С Октябрьской сворачивает на Орджоникидзе, далее по Кирова, Ярославского, Хабарова, Черяева и по существующей схеме по улице Губина. Подробнее с маршрутами других автобусов можно ознакомиться на сайте окружной администрации. Евгений Тайтонов, Павел Пахомов, Якутск. Перейдем к эпидобстановке. За минувшие сутки в республике выявлено 1397 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них в Якутске зафиксировано 628. По 100 с лишним больных выявили в Алданском и Нерюнгринском районах. В Мирнинском и Амгинском районах зафиксировали 54 и 53 случая соответственно. За сутки выздоровели 2523 человека. Несмотря на большое количество случаев заболевания и скорость распространения инфекции, у большинства заболевших регистрируется относительно легкое течение заболевания. Указанное обусловлено в первую очередь вакцинацией против коронавирусной инфекции. Сегодня учебные процессы, в том числе в образовательных учреждениях города Якутска. При этом необходимо обращать внимание на то, что руководители учреждений образовательных в обязательном порядке должны соблюдать нормы, направленные на соответствующий утренний фильтр в виде температурного фильтра. Соответственно, родители обращать внимание на необходимость соблюдения норм, связанных с тем, чтобы детей с признаками ОРВИ не направлять ни в школу, ни в детские сады, а принимать меры к их лечению посредством вызова медицинских работников. Отметим, что в Якутии темп прироста заболеваемости коронавирусом сократился на 30%. Об этом в ходе заседания оперативного штаба заявил глава республики Айсен Николаев. Он отметил, что в целом ситуация развивается по прогнозам оперштаба, но нагрузка на первичное звено по-прежнему остается высокой. Поэтому в регионе должна сохраняться повышенная готовность стационарного и коечного фонда. Также Айсен Николаев поручил усилить работу по ревакцинации и контролировать процесс термометрии и дезинфекции в образовательных учреждениях.
Сегодня, 14 февраля, отмечается день основания лесного хозяйства в Якутии. В этот день, в 1939 году, было принято постановление Совета народных комиссаров об организации лесного хозяйства и системы лесов местного значения. Сегодня специалисты лесного комплекса защищают леса от незаконных вырубок и пожаров, ведут лесовосстановительные работы и просветительскую деятельность, обеспечивают рациональное использование лесов. С лесничими в рейд выехал и наш корреспондент Иван Яковлев. В феврале-марте начинается жаркая пора для лесничих. В это время горожане занимаются заготовкой леса. Необходимые документы бывают далеко не у всех, но в этот раз мы столкнулись с законопослушным гражданином. Подписи есть, печать есть. Все хорошо. Именно в якутском, целом якутском лесничестве в среднем бывает от 130 лесопользователей постоянных, которые берут на печное отопление. Валерий Домбинов, житель Магана, приехал в лес за дровами. В гараже и бане печное отопление. А еще нужны бревна для замены фундамента дома. Эту работу он запланировал на лето. И сейчас, до наступления теплых дней и исхода снега, ему необходимо отвезти древесину до своего участка. Пока случай слаживаем, день короткий был. Сейчас начнем уже сжигать их. Пока период не пожароопасный. Все, приберемся аккуратненько. Выедем, вывезем все. До распутицы надо успеть все это. Нынче не знаю, март вот вроде теплый обещает. Вот. Пораньше начали что-то. Факты незаконной вырубки леса фиксируются на территории Якутска ежегодно. Так, в прошлом году было выявлено 6 таких случаев. 4 нарушителя привлечены к административной ответственности, 2 дела находятся на рассмотрении. Можем и на месте составить протокола. Ну, если мы в случае патрульной путевки выезжаем в патруль и обнаруживаем, то есть незаконную рубку, и составляется на месте протокол неустановленное лицо на незаконную рубку. То есть мы не знаем, кто это. Мы составляем протокол, и этим делом занимается МВД. Впрочем, незаконная вырубка леса – это лишь малая часть работы лесничих. Впереди лето, а значит снова угроза лесных пожаров. И именно от профилактической работы лесного хозяйства уже сейчас во многом будут зависеть безопасность природы и здоровье всех якутян этим летом. Иван Яковлев, Дмитрий Тымыров, Григорий Хлопков, Маган. В Якутске продолжается региональный этап 21-х молодежных дельфийских игр. В этом году участие в отборе примут 240 конкурсантов из 28 профессиональных образовательных учреждений. 4 из них представляют направление дизайн одежды. В этом году якутяне впервые принимают участие по данной компетенции. Победители отборочного этапа войдут в состав официальной делегации республики и будут представлять наш регион в Красноярске на финале дельфийских игр. Решающий этап пройдет с 22 по 27 апреля. В этом году республика достаточно активно. 28 наших профессиональных образовательных организаций, колледжей и техникумов республики принимает участие. 240 участников, почти 100 экспертов. А это важно, что за эти годы у нас в республике экспертное сообщество выросло. Стартовали мы на прошлой неделе, то есть с 9 февраля. И практически до 16 примерно числа мы должны определиться. То есть будут уже номинации. Сегодня, в день всех влюбленных в столице региона, десятки пар связали себя узами брака. По словам заместителя руководителя отдела управления ЗАГС при правительстве республики Ирины Андреевой, среди молодоженов особой популярностью пользуются так называемые красивые даты. Вместе с этим, в самый романтичный день этого года в Якутске на регистрацию брака записалось не так уж и много людей. Этому есть вполне объяснимые причины. Во-первых, день всех влюбленных выпал на понедельник, а еще через неделю настанет 22 февраля 2022 года. В зеркальную дату на регистрацию брака записались порядка 40 пар. Начало вообще было с 7 июля 2007 года, затем было 8 августа 2008 года. Да? Вот эти даты, они почему очень популярны, потому что все-таки пара, она же с надеждой к нам приходит, они в этот день как день рождения семьи, поэтому они возлагают очень большие надежды на такие красивые даты. Это очень символично и опять же к космосу, наверное, да, вот их все надежды и такие
позитивные мысли. Завершение о спорте. С последних соревнований по биатлону уроженка Нерюнгринского района Ксения Янополец привезла 3 медали. 12-летняя спортсменка успешно выступает на всероссийских соревнованиях на призы двукратной олимпийской чемпионки Анны Багалии, которые проходят в 6 этапов. 3 из них уже позади. О планах и амбициях перспективной биатлонистки в материале наших коллег. Первый этап Кубка Анны Багалии проходил в Мурманске, где в спринте и суперспринте Ксения завоевала золото и серебро. Второй этап состоялся в Магнитогорске. Там за пропущенные промахи в стрельбе Ксения оказалась на 29-м месте. Но на следующий день, отстрелявшись без промахов, ей удалось продвинуться сразу на 22 позиции и прийти 7-й. В последний день в эстафете вся команда республики, в составе которой выступала Ксюша, заняла 2-е место. Третий этап состоялся в Южно-Сахалинске. Он стал наиболее удачным. Там было 3 гонки. Первый спринт, где мне удалось выиграть с нулем, выиграв всего 8 секунд. Вторая гонка это была индивидуальная, где за штраф добавляют 30 секунд. Именно это позволило мне выиграть, потому что, отстрелявшись на 0, я выиграла у соперницы 46 секунд, у которой был 1 промах. И в третий день был масс-старт, на котором у меня было 4 промаха, и было очень сложно бороться за первое место, но я была 2-я в итоге. Лыжным спортом Ксения увлеклась в 1 классе, а биатлоном занимается всего 3-й год. В Чульмане, где живет спортсменка, по лыжным гонкам ее тренирует Александр Лукьянов. А вот по стрельбе тренера нет, поэтому приходится тренироваться самостоятельно. Родители создают все условия для подготовки к соревнованиям. Сейчас мы периодически стреляем прямо дома. У нас есть биатлонные установки, у нас есть винтовка своя, биатлонная, пневматическая. Есть приспособления, которые папа сделал, можно стрелять прямо в квартире. Ну и также с этими биатлонными установками выезжаем на территорию леса, устанавливаем 10-метровую дистанцию и проводим тренировки. Мама сопровождает Ксению на все соревнования и представляет как тренер. Она знает обо всех трудностях, связанных с перелетами, сменой часовых поясов и спортивными неудачами. Но те эмоции, которые приносят соревнования, тот характер, который формируется у дочери, компенсируют все неудобства. В дальнейших планах, когда исполнится 14 лет, Ксения хочет попасть на игры «Дети Азии». А пока впереди у юной биатлонистки в этом году еще 3 этапа Кубка Анны Багалии. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Таковы новости к этому часу. Еще больше информации вы сможете найти на нашем официальном сайте и наших официальных социальных сетях. Всего доброго.